который позволяет это сделать. Я не говорю, что это сегодня, но тем не менее. Роман Королев, Андрей Мохов, Владимир Юрков. 7 дней. На этой неделе в Казани гостили сразу две звезды мировой величины. Патрисия Каас и группа Scorpions. Неплохая афиша, не правда ли? Что еще удивительнее, это то, что и Мадемуазель Блюз, и немецкие рокеры в столице Татарстана не впервые. Добавим сюда еще несколько событий этого года. Уже выступавший у нас Стинг, Джо Кокер и Элтон Джон, которого мы ждем в декабре. Могли ли мы даже мечтать об этом несколько лет тому назад? Ну вот кем нас теперь можно удивить? Ну я даже и не назову такого исполнителя, приезд которого в Казань был бы уже из области фантастики. Конечно, есть скептическое тому объяснение, назовем его так: в бой идут одни старики. Ну, мол, к нам приезжают звезды не первой свежести, да еще и частенько вторым и третьим составом. Такое действительно случалось. Но я не знаю, к кому вот из этих звезд применимо это определение. Да, в некотором роде старички, но этих старичков не прочь заполучить многие города. А едут они к нам. Почему? Попытаемся понять вместе с Маргаритой Петровой. Des gamins, des artisans, du Camelouz et des agents, et du matin de printemps. Большой и радостный Париж на казанской сцене уместился настроениями и атмосферой. Оформление – минимализм. Из помощников – танцоры 3 музыканта. Концерт, который анонсировался как шоу, оказался целым моноспектаклем. Вместо привычного для эстрады блеска Патрисия Каас надела обаяние. И, что часто у звезд редкость, продемонстрировала уважительное отношение к публике. И на пресс-конференции артистка не звездила, а словно даже смущалась вниманию и однажды слегка покраснела. На вопрос об идеальном мужчине призналась: неплохо, если он умеет плакать, но в первую очередь это тот, кто уважает и может открыть что-то новое. Интерес к Казани вызван тем же. Может быть, условия иногда бывают сложными, но с другой стороны, это возможность что-то открыть для себя, что-то узнать, поделиться чем-то. Когда я на сцене, для меня важно делиться, и в течение 20 лет я получила в ответ столько любви. Особое отношение публики отмечали и приехавший в Казань впервые Григориан. На подготовку этого концерта ушло 2 года, рассказали организаторы. Искали выход на менеджеров группы, неоднократно высылали им предложения, вели переговоры. В итоге те решили, раз уж выбираться в Россию, то масштабно. Осенний тур растянулся от Сибири до Мурманска. Казань совершенно новое для нас впечатление. Здесь другая культура, архитектура. Одно из наиболее интересных мест, которые мы посещали. Народ удивить как-то очень, сейчас очень сложно. Поэтому привоз каких-то иностранных звезд, он очень важен. Да и стоят многие зарубежные звезды почти так же, как российские. Речь о гонорарах и ценах на билеты. Прикоснуться к загадке Григориан от 1000 до 5000 рублей. Очароваться Патрисией Каас от 3 до 6. Помедитировать под Стинга от 2 до 20. Услышать легенду Джо Кокера от 1,5 до 8. Угадать цену очень важно, говорит организатор, но подчеркивает, максимальную планку для Казани назвать невозможно. Если назвать какую-то нереальную цену, там, условно говоря, 1 000 000, понятно, и то, хотя, может, даже за 1 000 000 кто-то найдется и купит один билет, условно говоря, если является. Ну, если человек является фанатом, допустим, этого исполнителя, и придачу к 1 000 000 предложить, допустим, ужин, там, автограф какой-то, эксклюзивный, там, диск, много разных фишек, то можно и за что угодно продать. Райдеры западных звезд проще в плане быта, но сложнее технически, раскрывают секрет организаторы. Например, чтобы во время концерта британского блюзмена звук и свет были на уровне гостя, оборудование привезли на 10 фурах. На площадке работала команда из 600 человек, в их числе и личный повар. В гримерную мэтру приготовили комнатные растения, кожаную мебель, еще ванильные торты и чак-чак. Так глубоко в России звезда сладкоежка впервые. Палитре казанских заборов, пожалуй, позавидует даже художник. Вряд ли кто-то поспорит, Казань звездами любима. С афиш пленительно улыбаются и мэтры, совсем юные. А это еще год назад казалось сказкой. Известно, что Элтон Джон прилетит на своем самолете, привезет и собственный рояль.
Чтобы подарить публике встречу с этой легендой, организаторы вложили рекордную для Казани сумму – около $1 миллиона. Большая часть пошла на гонорар. А город поделился на восхищенно ожидающих и скептиков. Мол, в Россию приезжают те, кто уже на закате. Какой закат может быть у Стинга или Элтона Джона, если они по всему миру собирают огромные залы до сих пор? Если бы речь шла не о музыке, там, а какой-то хореографии, о балете, можно было говорить. А тут мы видим, что у Стинга, несмотря на почтенный возраст, на то, что его уже весь мир знает, что у него несколько десятков песен самых известных в мире, этой осенью выпустил новый альбом. На прошлой неделе у нас был Скутер, дискотечная звезда. Ему уже 50 лет, но он в клубе вел себя как 20-летний мальчик и танцевал с девушками, только так. Я так не двигаюсь, как он. Раньше была проблема, что звезды российской эстрады, если они видели, что концерт не продался, они могли себе позволить не приехать, начать возврат билетов. С иностранцами такое не проходит, мы такое себе тоже не позволяем. Даже если ты терпишь убытки, ты все равно это делаешь, чтобы в следующий раз тебе тоже поверили. Привет, Казань! О своих бизнес-доходах и убытках организаторы обычно не говорят, но ходят слухи, что потери на скутере $30 тысяч, а на Джо Кокере около 100. Пусть и не все концерты окупаются, но с каждым годом зрителей ждет все больше открытий, в том числе и в академическом направлении. Например, в БКЗ Сайдашева колдовала Чичилия Бартоля, а симфоническим оркестром пел Роберто Алани. А многие звезды, открыв однажды Казань, так сюда и зачастили. Например, Скорпионс. Накануне в столице Татарстана выступили уже в 4-й раз. И Москва, и Питер, и уже Казань. И вы видите, как много всего в городе происходит. И хорошие, большие, массовые концерты и так далее. То есть мы гремим по-хорошему. В России очень хороший зритель, очень хороший слушатель, огромное количество фанатов. И любовь к артистам. Аншлаговые концерты. В Москве было 2 огромных аншлага. Завтра у нас аншлаг, в Питере аншлаг. Люди любят, тем более таких артистов не так много осталось. Покуда у казанцев есть деньги на хлеб, востребованы будут и зрелища. Маргарита Петрова, Андрей Мохов, Андрей Корсинский. 7 дней. На сегодня это все. Всего вам самого доброго.